Сергей Иванович Бадыра, заслуженный работник культуры Республики Тыва, заслуженный работник культуры Тандинского района, член Союза композиторов Российской Федерации. Внес огромный вклад в культурную жизнь республики, смог проявить себя как талантливый руководитель, преподаватель, организатор творческих коллективов, научный сотрудник, исполнитель, клубный работник и как автор собственных песен. Сегодня к нам в отдел литературы по искусству и спорту пришел знаменитый композитор Сергей Иванович Бадыра. Наша встреча была посвящена 70-летнему юбилею композитора. Сергей Иванович, правда, что вы мечтали стать спортсменом и преподавателем физкультуры? Это правда. Я, когда учился, оканчивал образовательную школу, занимался спортом, сильно занимался. А потом случилось непредвиденное. Пришлось пройти операцию. И после операции врачи сказали не заниматься тяжелым трудом, особенно спортом. И пришлось выбирать, кем быть. А вот видите, как получилось. Сергей Иванович, а какое самое яркое впечатление из вашего детства? Из самого детства я вот как вырос на селе Адрагижик, я постоянно слушал только радио вот на улице. Постоянно улавливал эту музыку, которая звучит. Любую музыку, симфоническую, эстрадную и песенную, это можно слушать. Всех улавливал. Это была у меня одна радость слышать музыку. Тургенев сказал о музыке так. Музыка – это разум, воплощенный в прекрасных звуках. Сергей Иванович, чем является музыка для вас? Музыка для меня является, во-первых, творчеством, во-вторых, досугом свободного времени, чтобы не болтаться на улице или где-то. И в-третьих, любовь к музыке, я так скажу. А что послужило толчком заниматься музыкой на профессиональном уровне? Толчком окончание училища искусств вот тогда. Вот когда я оканчивал, это было не училище искусств, а музыкальное училище было города Кызыла. Как только закончил, освоил инструменты, особенно меня интересовались народные инструменты. Баян, балалайка, тумбра, гитара и так далее. А расскажите, каким вам запомнился ваш учитель Иван Григорьевич Минин? Это особенный человек, одаренный, очень мудрый, целеустремленный педагог. Вот однажды я был молодым на втором курсе, как-то пропустил занятий очень много. Ну, болел от него. После этого меня отчислили из училища. Но я собирался оформлять охотной лист Иван Григорьевич категорически. Он настаивал при музыкальном училище. Там я уже слышали, конфликт был между преподавателями. И он взял меня в класс балалайки. И вот видите. Он сыграл большую, да, роль в вашей жизни? Как благодаря вот ему я закончил училище. А если бы не он, я бы уже просто ушел бы. Я не знаю, это. А опишите вашу рабочую обстановку. Как рождается музыка? Музыка рождается не всегда, иногда.
Вот, допустим, какая-то творческая встреча с кем-то, с какими-то людьми, общение, при общении что-то появляется в голове. Вот творческие люди, иногда смотришь на них, они какие-то совершенно другие. Сидят, слушают, ничего не говорят, а в действительности он поет внутри себя ту музыку, которая появилась у него, чтобы его не забыть. Даже иногда не здороваются, поют внутри себя. Скорее бы домой сыграть на инструменты и записать. Вот такое. Получается, музыка живет в вашей голове. Рассеянность есть немного, но Интересно. немного вот такое вот бывает. Сейчас у молодежи популярна попса, рэп. Вы слушаете современных исполнителей? Сейчас это хорошее время. Все есть, и музыка, все. А в мое время никакого инструмента не было, просто укладывал вот радио. Поэтому вот современные песни, конечно, сами с собой, они должны появляться, и должны они жить среди молодежи и так далее. А затем, когда они станут немножко опытными, они уже свои ошибки поправляют и становятся настоящими авторами своих песен. А как вам пришла идея написать музыкальную драму «Буян Бадыргы» по известному одноименному роману Мангуша Кинин Лапсана? Это был проект Шервола Оржака. Вот тогда был Шервол Тизичевич. Он объявил конкурс среди композиторов написать тувинскую оперу. Ну и, конечно, писать было трудно, очень сложно. Никаких либретто нету, ничего подготовленного нету. Придется самому или писать, кому-то обращаться, кого-то попросить. И вот Мангуш Порохович Кинин Лапсан мне показал свою роман-эссе и объяснил, можешь опираться вот на этот вот роман-эссе и написать какую-то попутку оперу. Я согласился, потом он мне помогал стихотворно писать. Пришлось потрудиться очень сильно. Времени нет. Ну и в итоге уже получилось чистый музыкальный спектакль, но оперный. Вся идет от начала до конца музыка. А расскажите, пожалуйста, чем вы любите заниматься в свободное время? В свободное время сейчас я занимаюсь с правнуками. Это огромная радость. С ними общаться, слышать их голос и слушать своих знакомых, детей, родственников. Это дает импульс творческий. Сергей Иванович, для библиотекарей вы не просто композитор, а композитор, который написал гимн библиотекарей «Дочь стремительного века». Какую книгу или книги вы бы посоветовали прочесть молодому поколению? Молодому поколению вот я бы посоветовал именно исторические оправданность. История вот увы, о каком веке, как мы жили, как существовали, кем мы были. Мы же не тувинцами были, ранхайцами были, еще кем мы были. Вот это меня до сих пор интересует. Вот историю надо знать, историю. И про историю своей семьи. Откуда появилась такая фамилия, где,
как жили, какие дети были. То есть знать своих родственников вперед. Какие вы можете дать советы для тех, кто только начинает заниматься музыкой? Вот, обязательно сначала возьмите тувинские народные песни и анализируйте их. Вот я так и начал. Взял тувинские народные песни, поиграл, еще раз поиграл, а потом анализировал. Откуда она появилась, такая песня, откуда взяла, а почему вот такая музыка, а почему вот такой текст. Полностью анализировал, а потом слушал известных композиторов. Я до сих пор вот люблю известных лучших композиторов России. Петр Чайковский, это вообще для меня, я не знаю, Восхищаетесь вы им, да? восхищение, одно восхищение. Сергей Иванович, спасибо вам большое за общение. Коллектив Национальной библиотеки желает вам здоровья и неиссякаемого источника вдохновения. 하늘도